По данным соцопросов, среди всех проблем, которые волнуют татарстанцев, коррупция занимает 13 место. Самыми коррумпированными же жители республики считают медиков, преподавателей вузов и сотрудников ГИБДД. Как рассказали на сегодня, ситуация изменилась не сильно. По версии татарстанцев, в топе самых коррумпированных все те же профессии. Вот только на сотрудников ГИБДД стали указывать реже, а на преподавателей вузов и медиков чаще. Эти данные соцопросов подтверждает и наше общение с казанцами. Возможно, если отчет не может сдать студент, может чуть-чуть преподавателю отдать. Но я не говорю, что самые коррумпированные – это преподаватели. Врачи, полицейские, слышала. Милиционер, наверное, самый коррумпированный, мне кажется. Почему? Ну, они требуют, наверное, иногда деньги за какие-то там, за глаживание, что ли. Как объясняют социологи, на такие общие представления во многом повлияли частные резонансные случаи. Доля респондентов, которые указали на коррумпированность врачей и преподавателей вузов, немножко поднялась, потому что, опять-таки, в средствах массовой информации вот эти скандалы с Министерством здравоохранения, с коррупционными ситуациями в вузах, оно вот как раз-таки ответную реакцию в обществе дало, когда люди начали больше указывать: ага, вот я там слышала, вот так-то было. Как оказалось, далеки от реальных представлений татарстанцев о среднем размере взятки. Люди думают, что в основном дают по 39 тысяч рублей. В МВД же другая статистика, сумма в 4 раза больше. В каких районах чаще всего промышляют коррупционеры, специалисты сказать не берутся. Но из соцопросов следует, что в 10 муниципалитетах Татарстана давление коррупции ощущает каждый четвертый. Говорить о том, что вот какой-то муниципальный район более коррумпированный, какой-то менее коррумпированный, мы не можем. По той простой причине, то, что, во-первых, мы можем сказать о том, что да, в каком-то, может, муниципальном районе лучше работают правоохранительные органы. Соответственно, они там выявляют большее количество коррупционных правонарушений, преступлений. В этом году в Татарстане выявили 93 случая взятки, 24 в крупном размере. Более 100 коррупционных дел отправились в суд, и более сотни человек были наказаны. В борьбе на опережение называют несколько методов. Главное – прозрачные госзакупки и удаленный документооборот. Нет контактов с чиновниками, нет коррупции. Мы снижаем сами риски возникновения коррупции. Потому что заявитель, теперь, обращаясь в многофункциональный центр, отсутствует необходимость общения с самими непосредственными чиновниками, те, кто оказывает какие-то государственные услуги. По мнению жителей республики, чтобы дела в борьбе с коррупционерами шли еще лучше, главное, что нужно сделать, это ужесточить наказания и жестко контролировать бюджетные расходы. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.